Марш Дора Фами Маккой. Тахан Деза Дедуин Асдер Аллашу Маршон Денца. Здравствуйте, дорогие гости. Не все участники нашей конференции подсоединились. Вот я вижу профессор Ландсбергис. Добрый день. На профессора. Наши участники постепенно будут подключаться, и мы тогда начнем нашу конференцию. Дадим слово председателю правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмеду Закаеву. Слово. Аминат, спасибо, Аминат. Вначале я хочу поприветствовать всех наших гостей, участников конференции и выразить свою благодарность всем за то, что вы нашли время принять участие на нашем мероприятии. Также я хочу поблагодарить всех организаторов данного форума. Дорогие друзья, 30-я годовщина со дня провозглашения независимости чеченским народом и принятия законодательного акта о государственном суверенитете органами государственной власти республики, этот день, несомненно, знаменательный для всех чеченцев, как историческая веха реализации многовековой борьбы за свободу и независимость. Данный шаг был продиктован в соответствии с одним из основных принципов международного права, правом народа на самоопределение, означающего право каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного устройства. Уже более 25 лет я являюсь непосредственным участником военно-политических процессов в Чеченской Республике. Отношения Чеченской Республики часто все эти годы мы слышали, применяются эпитеты: самопровозглашенная, непризнанная, мятежная. Но это не имели ничего общего с действительностью и носили исключительно провокационный характер. Дорогие друзья, позволю себе в хронологическом порядке перечислить важнейшие события и факты того периода. С юридической точки зрения независимая Чеченская Республика легитимна в той степени, в какой был легитимен СССР и легитимна сегодняшняя Россия. В апреле 1990-х годах в духе осуществлявшегося Михаилом Горбачевым реформ по либерализации советской системы, верховная власть СССР приняла без преувеличения два судьбоносных закона. 10 апреля закон об основных экономических отношениях Союза СССР, союзных и автономных республик. 26 апреля закон о разграничении полномочий между Союзом СССР и субъектами Федерации. Кроме общих положений данных законов были две статьи, которые кардинально меняли статус автономных республик. Они приравнивались в правах с союзными республиками. 27 ноября 1990 году Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики по требованию верховной власти СССР, где было четко сказано, привести местное законодательство в соответствии с законодательством центра Москвы, принять декларацию о государственном суверенитете, которая означала выход республики из состава Российской Федерации. За все время существования СССР вопросы определения государственно-правового статуса, национально-территориальных образований находились в исключительном ведении верховной власти СССР. Например, решением верховной власти СССР в 50-е годы Крымская автономная республика была передана в состав Украины. Именно Верховный Совет СССР в свое время передал в состав Российской РСФСР захваченные во время Вторую мировую войну Кёнигсберг и ряд японских островов. Я все это говорю
чтобы вы понимали, что в Чечне не было никакого мятежа, никакого вооруженного захвата сепаратистами власти, не было никакого мятежного генерала, который узурпировал власть, как не было и никакого самопровозглашения независимости. Как я говорил выше, суверенитет Чеченской Республики был абсолютно легитимен с точки зрения тогдашнего советского и российского законодательства, а также международного права. Хочу отметить еще одно обстоятельство. В 1990 году был назначен референдум о сохранении СССР с обновленным союзным договором. И по настоянию Верховного Совета Российской Федерации в бюллетень опроса включили пункт об отношении населения республики к ведению в России должности президента. И когда в Грозном получили установку включить этот пункт в опросной лист референдума, Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики под председательством Довки Залгаева ответил, что Чечено-Ингушская Республика не является субъектом Российской Федерации, и поэтому проведение этого опроса в Чечне является юридически недопустимым. И введение в России поста президента – это внутреннее дело самой России. Вот в такой форме был дан ответ Москве. Копия этого документа по сей день находится у нас в архиве. Как мы видим, перед августовским путчем в 1991 году Чечено-Ингушская республика уже около года существовала в качестве союзной республики. В качестве союзной республики, признанной законодательством СССР и России равноправным субъектом СССР. И наряду со всеми союзными республиками России, Украины, Белоруссии и так далее, наша республика готовилась подписать обновленный союзный договор. Вот такова была политическая и правовая ситуация в Чечне в момент путча в Москве. После августовского путча по Москве прошли массовые акции протеста. И также, конечно, эти же акции прошли и в Чечено-Ингушетии, но с более мощным таким эмоциональным накалом. 6 сентября 1991 году Верховный Совет Чечено-Ингушетии под давлением протестующих объявил о самороспуске и создал Временный совет из числа депутатов с одним полномочием для организации и проведения новых выборов. Сразу же после этого ингуши провели общенациональный съезд с участием ингушских депутатов всех уровней, и которые приняли решение о создании Ингушской республики в составе России. Если народы обладают правом на самоопределение, то на всех иных государствах лежит обязанность это право уважать. И чеченцы отнеслись с уважением к выбору ингушского народа. Таким образом, Чечено-Ингушская республика разделилась на два субъекта. И это было признано верховной властью СССР, а также Верховным Советом Российской Федерации. 27 октября 1991 году прошли выборы президента и парламента Чеченской республики. На этих выборах уверенную победу одержал Джохар Дудаев, который первым президентским указом подтвердил ранее принятые решения Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики о государственном суверенитете. Вот все эти события происходили до развала СССР. После развала СССР равнозначный статус Чеченской Республики Россия признала в 1992 году при официальном разделе оружия и имущества бывшей советской армии, оставшегося в Чеченской Республике. Как известно, такой же раздел произошел между Россией и другими субъектами СССР. 1992 год для Чеченской Республики знаменателен еще двумя событиями. Первое, в этом году была принята наша Конституция, закрепившая статус Чеченской Республики в качестве демократического суверенного государства.
Второе, в России был подписан федеративный договор, в котором, несмотря на сильнейшее давление со стороны Москвы, Чеченская республика не приняла участие. Так откуда появился вот этот пресловутый термин «Чечня, часть России, субъект Российской Федерации» и так далее? Вот как это произошло. В декабре 1993 году Конституцию России в нарушении всех мыслимых норм права в одностороннем порядке была вписана Чеченская республика как субъект Российской Федерации. Обратите внимание, мало того, что Чеченская республика ни под каким видом не принимала участие в референдуме по Российской Конституции, в этой же Конституции, Российская Конституция, до теперешних недавних изменений в Конституции, сейчас не знаю, что там происходит, есть статья, которая гласит, что российское государство есть федерация, состоящая из субъектов, добровольно подписавших федеративный договор. Снова хочу напомнить, что Чеченская республика федеративный договор не подписывала с Россией. В 1994 году, после 3 лет шантажа, Россия развязала против Чеченской республики широкомасштабную войну с применением всех родов войск и всех видов оружия, в том числе и запрещенного, кроме ядерного. Захватническую войну Россия окрестила наведением конституционного порядка, хотя фактически эта война олицетворяла собой грубейшее нарушение всех основополагающих норм российского и международного права. В 1996 году война заканчивается, все российские войска выводятся из Чеченской республики. В январе 1997 году Чеченской республики при активной поддержке, даже под протекторатом ОБСЕ, в соответствии с Конституцией Чеченской республики от 1992 года прошли выборы президента и парламента Чеченской республики Ичкерия, которые официально признаются Россией и Советом Европы. 12 мая 1997 году был подписан важнейший в многовековой истории российско-чеченских взаимоотношений документ, договор о мире и принципах взаимоотношений между Россией и Чеченской республикой Ичкерия. По мнению независимых экспертов, этот документ и по форме, и по содержанию является договором между равнозначными субъектами и носит исключительно международный характер. В августе 1997 году в Баку был подписан трехсторонний межгосударственный договор между Россией, Чеченской республикой Ичкерия и Азербайджаном о транспортировке бакинской нефти через территорию через чеченскую территорию в Россию, Новороссийск, по-моему, терминал. Также в духе договора о мире были подписаны договора и соглашения по взаимодействию между банками, министерствами внутренних дел, генеральными прокуратурами, министерствами юстиции, таможенными службами и другими профильными ведомствами обеих стран. Непростой, но бесспорно перспективный процесс налаживания взаимоприемлемых межгосударственных взаимоотношений между Россией и Чеченской республикой Ичкерия был прерван в 1998 году, когда к руководству Совета Безопасности пришли силовики, которые реанимировали идею силового решения чеченского вопроса. Весь переговорный процесс окончательно прекратился, когда Совет Безопасности России возглавил Путин, одновременно являясь директором ФСБ. Вот с этого времени против Чечни была развязана жестокая подрывная террористическая война, сопровождавшаяся взрывами, убийствами и похищениями людей. Многие известные российские политики прямо заявляли, что надо довести Чечню до такого состояния, чтобы она на коленях просилась в Россию. Я тогда занимал должность вице-премьера правительства Чеченской республики, был министром информации, печати и связи. То есть я находился в руководстве республики. И нас часто упрекают в том, что мы упустили шанс, который дал нам Всевышний для создания чеченского или укрепления чеченского государства. Я признаю, не снимая с себя ответственность за все, что
мы не сумели противостоять вот именно вот этим методам. Чеченский народ, если он в открытой войне сумел отстоять свою независимость и свободу, а вот в этих методах спецслужб, которые были использованы российскими спецслужбами на территории Чечни, мы не в состоянии были противостоять этому, и мы не были готовы, потому что после той жесточайшей войны, которая прошла в Чечне, мы не успели, и у нас не было времени восстановить необходимые для противостояния этим методам силовые структуры. После Первой российской войны державники жаловались, что у России нет объединяющей идеи, что и остаток от Великой Российской империи, Российская Федерация может распасться. Чекисты такую идею нашли. Не Марксову идею борьбы с капиталом, но идею борьбы с терроризмом. Преимущество новой идеи заключалось в том, что в области теории и практики террора чекисты на протяжении XX века безраздельно господствовали во всем мире, на всех континентах. Тому доказательством являются архивные документы покойного Владимира Буковского, которые ему удалось вывести в 1998 году, когда его пригласили в Москву на какие-то мероприятия. Он поставил условие, что он вернется в Россию в том случае, если ему разрешат, дадут доступ к архивам. И вот, получив этот доступ, ему удалось вывести оттуда материалы. Вот этих материалов, они сегодня доступны в интернет-ресурсах, в интернете, есть сайт специальный, где четко видно, как верховное руководство СССР санкционировало проведение террористических актов. И именно вот этими словами, этими формулировками высшее руководство СССР дает санкцию или выделит средства для проведения террористического акта в таком-то, таком-то государстве. То есть это был беспроигрышный вариант для чекистов, опробованные и имели большой опыт ведения этой работы. И также с учетом опыта Первой войны Россия подготовила и законодательную базу под будущую агрессию. Потому что после первой чеченской военной кампании в России затеяли импичмент президенту Ельцина, ссылаясь на то, что на российскую законодательную основу, что он не имел применить армию в войне против Чечни. И поэтому они подготовили уже такую законодательную базу. Я имею в виду закон о борьбе с терроризмом, принятый в июле 1998 года. И в 1999 году Путин начал подготовку для вторжения в республику, начал с взрывов домов в самой России. Буйнакск, Москва, Волгодонск, Рязань. Я думаю, все, кто наблюдали за этими событиями того периода, помнят этот случай, когда с поличными ФСБшников поймали при попытке взрыва жилого дома в городе Рязани. Но несмотря на все это, Путин 24-го подписал указ о начале бомбардировки города Грозного, именно ссылаясь на то, что он наносит удары по террористическим базам, которые сосредоточились на территории Чечни. А на самом деле это была война, которую Путин развязал против суверенного чеченского государства и чеченского народа, которая продолжается по сей день. Преступления, совершенные Путиным, затмевают преступления, совершенные в современный период всеми диктаторами вместе взятыми. Судебный процесс над путинским режимом может освободить Россию от груза тяжелого прошлого. Но при этом нужно понимать, что никто не в состоянии заставить Россию это сделать. Как заставили Германию после Второй мировой войны. Это должен быть осознанный выбор российского народа. Пройдя через это, Россия сможет стать свободной и великой страной, уважаемой во всем мире, как стала такой страной Германия, признавшая ошибки и преступления прошлого и выработавшая тем самым иммунитет к их рецидиву. Как должны строиться российско-чеченские отношения после демократических преобразований в России? На этот вопрос еще в 1991 году ответил выдающийся чеченский политолог Абдурахман Автурханов. В письме чеченскому президенту Дудаеву
цитирую, будущее Чечни и ее свобода зависят от демократии в России. Поэтому попытайтесь всеми силами найти согласие с президентом России. Что Джохар Дудаев и делал все эти годы до начала первой военной кампании и даже в течение, уже после того, как началась война. Но те, кто затеяли построить сегодняшнюю Россию, это было заложено еще в те годы, когда начиналась война, они противодействовали тому, чтобы эта встреча состоялась, и они добились того, чтобы Ельцин подписал указ о начале вторжения в Чеченскую республику, и началась первая военная кампания. Вот вовлеченность последние 25 лет в военные и политические процессы, проистекавшие во взаимоотношениях России и Чечни, а также опыт десятилетнего общения с западными политиками дают мне полное право подтвердить правоту Абдурахмана Автурханова. Чеченцы должны будут договариваться с Россией. Мы никогда не ставили своей целью победить Россию. Я абсолютно уверен в том, что между Россией и Ичкерией не существует проблем, которые нельзя было бы разрешить за столом переговоров. И нам рано или поздно придется договариваться с Россией. На сегодняшний день вполне очевидно, что между Путиным и Кадыровым тоже действует негласное соглашение. Кадыров регулярно изъявляет вассальное смирение перед Путиным и остается полновластным царьком в Чечне. Вопрос, означает ли это, что в результате оккупации и установления оккупационного режима в Чечне российско-чеченская проблема, историческая проблема разрешена? Я уверен, что нет. И не сомневаюсь, что все присутствующие это отчетливо понимают. Бесспорно, что сам факт оккупации и аннексии чужой территории, согласно Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, не дает права на суверенитет над этой территорией, независимо от времени ее занятия и удержания силы. На сегодняшний день нужно признать, что ЧРИ, Чеченская республика Ичкерия, де-факто находится под оккупацией Российской Федерации. Но это не является фактом потери суверенитета, который был провозглашен легитимной властью ЧРИ на основе своей конституции и признан участием в качестве международных наблюдателей представителей государств Европы. Поэтому наше правительство за рубежом, как легитимный правопреемник субъекта международного права, на основе Конституции ЧРИ проводит разного рода дипломатические мероприятия, как деятельность представительств за рубежом и открытие новых представительств. Также идет работа по предоставлению гражданства ЧРИ желающим иностранцам и выдача паспортов гражданам Чеченской республики Ичкерия, а также различные дипломатические инициативы. Заявление в Международный уголовный суд о преступлениях против человечности и военных преступлений политическим и военным руководством России, учреждение Национального трибунала по военным расследованиям, по военным преступлениям Чеченской республики Ичкерия, наличие уголовных дел и их расследований в рамках поручений генерального прокурора ЧРИ и заявление министра иностранных дел ЧРИ по политическим вопросам. Вот далеко не полный перечень реальной деятельности правительства ЧРИ, который намеренно вести правовую и политическую борьбу до полной деоккупации нашей страны и обеспечить правопреемственность легитимной государственной власти, несмотря на все поиски недоброжелателей. Время подтвердило правильность избранного чеченским народом пути по созданию национального суверенного правового государства. У меня нет никаких сомнений в том, что идея чеченской независимости не только не умерла, но стала более востребованной чеченцами. Сегодня чеченское население в основном правильно понимает, что такое независимость, осознает, что независимое государство – это не только привилегии, но это очень большая ответственность. Да, сегодня нет таких громких эмоциональных возгласов, которые были актуальны 20 лет назад, 30 лет назад. Свобода или смерть. Сегодня актуален лозунг «Свобода и жизнь».
чеченский народ не смирился с оккупацией, и тот факт, что треть часть нашего населения эмигрировала в европейские страны, является показателем того, каково настоящее отношение чеченцев к оккупации своей страны. Чеченцы не забыли преступления, совершенные под российским флагом, и не забудут, и будут жить с этим до тех пор, пока не будет восстановлена чеченская государственность. Спасибо за внимание. Огромное спасибо. И я очень извиняюсь, что я вас долго так занимал, но для нас это было очень важно, потому что все эти моменты, о которых мы сейчас говорили, они носят судьбоносный характер для чеченцев и для чеченского народа и в настоящем, и в будущем. Еще раз огромное спасибо. Всего доброго. Аминат, я закончил. Спасибо, Ахмед, за очень хороший, объемный доклад. Теперь я хотела бы дать слово нашему давнему другу, который хорошо знает чеченскую историю и не раз бывал в Чечении, общался с первым президентом Чеченской Республики Джохаром Дудаевым, профессор, преподаватель Тбилисского университета Мераб Чухуа. Пожалуйста, уважаемый Мераб, включите ему звук, пожалуйста. Огромное спасибо. Если вы слышите хорошо, хочу еще раз подтвердить мою любовь и уважение к чеченскому народу, всем чеченцам, присутствующим во всем мире. Действительно, правда, о которой рассказывал господин Ахмед и господин Рихван, это историческая правда. Потому что воля чеченского народа быть свободным, она по всем правилам международного права была соблюдена и защищена самими чеченцами. Но когда настал момент мирового голоса и поддержки, не было этой поддержки. Я хочу повторить слова американского политического деятеля и эксперта высочайшего класса господина Збигнева Бжезинского, который сказал настоящую правду и истину. Чечня стала кладбищем моральных ценностей, почитавшихся западным миром. Никто не может сегодня сказать, что мы стояли на высоком уровне и на страже выбора чеченского народа. Потому что не было поддержки. А на самом деле чеченские лидеры, чеченский народ единственным мирным путем, развивая свою свободу и стремление, добились этой независимости. Суверенитет как-то не так звучит для меня, как не юриста. Главное – это независимость. Она и была. Да. Чеченцы и ингуши разошлись мирно, когда ингуши из-за территориальных претензий России оставались в составе России надеждой вернуть свои территории, которые находились вне Чечено-Ингушетии и вне Ингушетии. Я думаю, что единственная причина, которая тогда сыграла свою роль о выборе ингушского народа, как раз был этот момент. А чеченцы, зная все свои территории и волю народа,
выбрали путь референдума и выборов, которые состоялись. Лично я могу сказать, что присутствовал на этих выборах, начиная первых выборов Чеченской Республики Ичкерия. И помню, президент, выдающийся деятель, выдающийся чеченец и кавказец, великий гуманист Джохар Дудаев сказал: да будет, станет Чечня Ичкерией, так же, как Грузия есть Иберия. Он как бы свой голос развивал из Чечни с грузинским голосом, который тоже, как государство, тогда стремился к свободе. И наша свобода состоялась. Но на Кавказе мы, хочу отметить, это печально сказать, недооценили чеченскую волю. Первый президент и символ грузинской свободы Зviad Gamsakhurdия хотел признавать чеченскую независимость. Начиная 1991 года, сентября, как раз после 6 сентября, я гостевал у господина Джохара Дудаева, и он подготовил тогда документы для признания. И договор, он даже говорил: передайте господину президенту, если не удастся государственным сделать наш договор, составим, я уже составил, он сказал, текст, договор между Чечней и круглым столом Зviada Gamsakhurdия. То есть это была предвыборная партия, которая победила. То есть он знал, что будут проблемы. Но с 2 сентября в Грузии начались огромные проблемы, которые кончились тем, что 22 декабря, когда Грузия отказалась подписывать договор с Россией и с другими республиками о каком-то новом союзе, так называемом союзе свободных государств, или как я точно не по СНГ, в общем, тут же началась война против Зviada Gamsakhurdия, и его свергнули. Через несколько месяцев Зviad Gamsakhurdия, оказавшись в Грозном, после чеченской конституции, в марте месяце, на 2-й же день, созвал неочередной, специальный созыв грузинского парламента, и этот парламент единогласно признал чеченскую независимость. Конечно же, Эдуард Шеварднадзе, московский агент КГБ, генерал, как говорят, был против чеченской свободы. Он выполнял право Кремля, когда начинал провокационную войну в Абхазии. И последствия этой войны сегодня есть и в наших отношениях тоже. Потому что чеченцы, некоторые чеченцы участвовали в этой войне, но и грузины участвовали в этой войне. И тут пошла та ситуация, которая нужна была Кремлю. Наша национальная энергия на Северном Кавказе ушла не на свободу, как чеченцы его решили сделать свои республики, независимые Кавказские республики, а на войну, их призывали на войну в Абхазии. Джохар Дудаев, я помню, если не ошибаюсь, 31-м указом президента сказал: тот, который будет принимать участие в этой конфликте, он не представляет Чеченскую республику. Из-за того и господин Басаев был вынужден покинуть ряды чеченской армии. Вот это есть истина
правда. Не надо оправдываться. Я знаю, какова правда в Чечне и какова правда в Грузии. Если не наши отношения, то не бывало бы так. Звят Гамсахурдия не дошел бы до Грозного, потому что он уже находился в почетном пленении в государстве Армения. И я сам участвовал, подготавливал документы нашего оргкомитета движения против шеварднадзевской власти, упрашивая Джохара Дудаева помочь президенту, который находился в плену. После этого документа начались переговоры. И Джохар Дудаев потребовал грузинского пилота и грузинского самолета. Остальное он взял на себя. Переговоры с господином Петросяном. И результат мы видели. Не только живого грузинского президента, его соратников и его семью мы видели в Грозном, но и кладбище в течение нескольких лет находился в Грозном. Это была заслуга всего чеченского народа и республика Ичкерия, которая по силу возможностей поддерживала Грузию. Сегодня, конечно же, тяжелейшая ситуация в Чечне. Грузия имеет последствия со времен Шеварднадзе, имеет тяжелые ранения на свою политическую карту и, к сожалению, не может поддерживать чеченскую свободу и чеченское движение, мировое движение. Но у меня остались и есть, и по сей день я и миллионы в Грузии, я говорю правду, поддерживают республику Ичкерия и любят его. У меня мой взгляд, и хочу этого зачитать, о независимости Чечни и о чеченцах. Если вы мне дадите 5 минут, я этого думаю, что успею зачитать. Когда думаешь о независимости Чечни, перед нами... Пропадает или у меня, или у всех. Pardon? Как? Слушаем вас, Мераби, слушаем. Да. Вырисовываются все препятствия, через которые прошла чеченская гордая нация. Можно смело сказать, что если война XIX века за свободу и независимость отличает самоотверженную борьбу черкесского народа и имамата Шамиля против России, то 20 век на Кавказе надо рассматривать как век героической войны чеченцев. Они были вынуждены, но они смогли сделать практически невозможное, даже в руках с оружием. Я как очевидец помню, когда российские агрессоры впервые появились со стороны Дагестана, какова была реакция чеченских воинов-патриотов, чеченского народа. Никакой паники и страха перед лицом российской военной махины. Однако надо вспомнить, что чего ожидали накануне так называемые военные эксперты, эксперты Кавказа и сам российский военный министр Грачев. Когда они предполагали, что одно только появление всего лишь 2 российских полков сломит чеченцев духовно. Как правильно заметила в свое время Валерия Новодворская, Джохар Дудаев ожидал совсем другого от своих соратников. И реакция была адекватная. Он вскочил и сказал, описывает ситуацию Новодворская: свершилось. Да, с этим началась самая тяжелая война на Кавказе, когда плохо вооруженные чеченцы только с пулеметами и автоматами в руках пошли против самых жестоких оккупантов.
мое внимание привлекали и другие вещи. В мирное время многие чеченцы добились немалых финансовых успехов и в России, и в Европе. Построили роскошные дома и заполнили Грозный автомобилями последних моделей. А что случилось, когда началась война? Практически все самолюбящие чеченцы вскрыли крыши с этих драгоценных машин, установили пулеметы и пошли на войну. Более того, почти все члены правительства Джохара Дудаева, мэры городов, возглавляли отряды добровольцев и героически прославили свое имя и легитимное правительство Ичкерии. Наш нынешний премьер-министр, глава правительства Ичкерии, господин Ахмед Закаев, будучи министром культуры, также стал полевым генералом. Еще одна особенность, появившаяся тогда на поле боя, в национальном характере чеченцев, заключается в том, что в дилемме между законами войны и достоинством чеченские патриоты выбирали только достоинство. Иногда напротив собственного здоровья и жизни. Что я имею в виду? Вспоминаем, как город Грозный покинули его защитники, как они прошли через заминирование поля. И все же сложно объяснить, каким образом более чем 2000 хорошо вооруженных боевиков смогли прорваться через отцепление из 60 тысяч солдат федеральных войск России. И это в разгар одного из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен Второй мировой войны. Их сопровождали чеченцы, плененные русские командиры и солдаты. А что сделали чеченцы? Невероятная вещь. Плененных не пустили вперед. Они пошли своей дорогой. Сначала чеченские войны, а потом российские плененные солдаты. Думаю, это было нарушение всех правил войны, но чеченцы не решились. Они поступили морально, уделили большое внимание на войне достоинству. Но из-за этого многие командиры были ранены и даже убиты. Из-за этого чеченский отряд понес тяжелые потери. Погибли из лучших стропилов и мэр Грозного Леча Дудаева. А Басаеву ампутировали ногу. И кто посчитает, сколько неизвестных чеченских воинов-рыцарей взорвались на заминированной дороге. Но таков характер воюющих чеченцев. Мое мнение, о чем сегодня сказал господин Ахмед Закаев, только мирным путем, потому что Чечня и чеченцы после, не знаю уже сколько геноцидов, опять возрождаются. А мирный путь референдумов и движений, если сегодняшнее мировое сообщество поддержит Чечню, и если Грузия станет на рельсе Пиада Гамсахурдия, думаю, что чеченская свобода настанет, и будем иметь на Кавказе, на Северном Кавказе достойную, свободную республику героического чеченского народа. Всего наилучшего. Все, что я смогу, все сделаю из Грузии, как профессор, как один грузин и как специалист чеченской истории и чеченского языка. Огромное спасибо. Всего наилучшего. Спасибо, спасибо, уважаемый Мераби, за такую эмоциональную, красивую речь. Мы растроганы тем, что вы говорили о достоинстве чеченских воинов.
Да, они были такими. Они себя не жалели.